Сыктывкаре стартовал 7-й республиканский конкурс профессионального мастерства Коми Велодыщ. За звание «Лучший учитель коми языка» будут бороться 7 педагогов. Это и учителя, и воспитатели, которые прошли в финал после заочного этапа. Всего заявок на участие в педагогическом состязании было 17. За 3 дня конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лучшие методические разработки и инновационные находки в преподавании родного языка. Елена Кононова о том, как прививать любовь к коми с детства. Вот так уютно и по-домашнему на лавочке с завязанием половика рассказывает о своей жизни конкурсантка Надежда Севергина. Воспитательница из Сыктывдинского района выпал жребий первой идти в бой. И от этого еще страшней. Но педагог волнения не показывает. За спиной как-никак 32 года стажа. Ровно столько Надежда учит малышей родному языку. В ход идут самые современные технологии и, конечно же, игры. Мы с малышами много занимаемся, участвуем в разных конкурсах. Очень приятно, когда дети и поют, и стихи рассказывают. Им это очень нравится. Раскрыть свои личностные качества, широту интересов, рассказать про свой национальный костюм. Первые испытания конкурса «Визитная карточка» требует творческого подхода. В борьбу за звание лучшего в этом году вступили 7 конкурсанток. Это и воспитатели, и учителя. Они успешно справились с заочным этапом. Теперь их ждет состязание серьезнее, с оглядкой на конкуренток, разоружив их своими новыми разработками. Учительница коми национальной гимназии Светлана Тарабукина для мастер-класса приготовила свои педагогические приемы. Когда дети работают группой, они слышат друг друга, могут договориться. Сегодня у нас есть телефоны, гаджеты, телевизор, что отвлекает детей. А мне хочется, чтобы они много говорили друг с другом. 196 участников заочного этапа, 73 очного, 9 победителей. Конкурс профессионального мастерства Коми Велодыщ с 2016 года собирает под свое крыло тех, кто учит молодое поколение любить и уважать свой язык. Конкурс очень нужен. Это в первую очередь праздник. Это возможность учителям здесь собраться, встретиться, поделиться опытом. Это им просто необходимо. Сегодня в школах республики создают все условия для обучения родного языка. Издают новые учебники, оснащают кабинеты. Нехватки в педагогах нет, говорит министр образования Коми. Сегодня коми-язык как родной изучают ученики 65 школ региона. И достаточно большое количество ребят продолжают учить его как государственный. Во всех остальных школах в обязательном порядке у нас реализуются такие предметы, которые мы называем этнокультурной направленности. Это и литература коми-края, это история, это география и много-много других направлений в зависимости от возраста ребенка и от класса обучения. То есть в каждой школе вот так называемый этнокультурный компонент, он обязательный. Конкурс Коми Велодыщ – это прежде всего новые практики, инновационные подходы и изюминки преподавания родного языка. Все это будет транслироваться по всей республике. А пока что участники готовятся к решающей битве. Завтра учителей ждут открытые уроки в Межадырской школе, а воспитатели свои занятия покажут в 93-м садике столицы. На 3-й день после мастер-классов будет известно, кто достоин звания «Лучший». Ему-то и предстоит защищать честь республики в Москве. В предыдущие годы наши педагоги всегда возвращались с призовыми местами. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.